Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и телезрители, вы на канале Клевая Рыбалка. И сегодня у меня серия из будет отрывок из моей работы, то есть части работы, что мы делаем в лесничествах. Основная функция лесничества — это охрана, защита лесов. В данном случае охрана, защита лесов от лесных пожаров. Вот, значит, вот село Баханый, и недалеко от него возник вот пожар. Вот у меня имеется его схема. И сейчас с ребятами из МЧС, силами местной администрации, мы постараемся потушить этот лесной пожар. Сегодня у нас 16 июля, в 18:00 я выезжаю. Пожар возник давненько. На данный момент площадь пожара уже составила 14 тысяч гектаров. Это по нашим меркам это небольшой пожар, по вашим, наверное, критический. Ну, по некоторым из России. Вот такая вот информация у меня. Даже вот квартал выдел наш определен. Собственно. Ну что же, поехали. Сейчас будем собирать вещи. Анатолий Федорович уже знаете из одного сюжета. Кто знает с какого, пишите в комментариях, где вы его могли видеть. Так, Гаврил Янович тут нас провожает. Ему повезло, он остается дома. Я водитель. Да, он водитель, остается в гараже. А мы выезжаем. Короче, коронавирус, были брахтом был. Взлетно-посадочная полоса. Также ожидаем вертолет. Так, придавливаем вещи своим весом, чтобы не улетели легкие. И главное, при подлете вертолета нельзя паниковать. Нужно прижаться и лежать, потому что вертолетчик все равно вас видит. Нельзя делать никаких беганий туда-сюда, особенно в стороне хвоста. Можете попасть под винт.
Так, а вот Дмитрий Юрьевич достает свой квадрокоптер. Написано МЧС России. Да, вам специально выдают, да, вот такие, получается, на работе? Для осмотра именно вот таких вот пожаров, наверное, да, наводнений. Да, ну, Еще для чего обычно используете? Для поиска людей? Для поиска людей тоже. То есть это службу спасения, да, я так понял? Нет, почему? Какое это подразделение? Специализированная пожарно-спасательная часть. А, пожарно-спасательная часть. Это для спасательных работ, да, различных. Угу. Это какой? Мавик? Это Фантом 4. А, Phantom 4. Ага. Фантом 4 Pro. Даже еще Pro, да? Угу. Камера 4К. Да. А получается, смотришь на чем? Смотришь На- вот на планшете. Это у него свой экран такой идет, да? Да, на 4. На Фантоме 4 свой экран, на третьем планшет. М. Здесь прицепляется как бы. Ну, на планшете все-таки получше видно, наверное, он побольше Не экран. знаю, вот это я еще не запускал ни разу. Да, Третий запускал. Ну, то же самое. первый запуск, да? Так, сейчас будем осматривать лесной пожар, действующий в районе населенного пункта Баханы. Площадь пожара за сутки увеличилась на 4000 гектаров практически. Сейчас будем осматривать. Так, что там, все нормально, да? Это калибровать надо будет, наверное. Нет, он калибруется сам. А, он При автоматически. запуске. Ага. Оба-на. То он разогревается, видать. Ну я вот сейчас проезжал, посмотрел, вот здесь все, оказывается, вот эта вода, здесь улах, здесь тоже эти все сырые вот эти лежат, вот, вот то эти есть ручьи. Сюда не дойдет, да? То есть, ты имеешь... Не, ну сюда он пусть доходит даже, вот, да, если до речки Не, дойдет. нет, я имею в виду деревню. А, до деревни не, еще пока до него, блин. Думаю, что сложновато будет дойти. Так, все, осмотр пожара совершили. Сейчас поедем обратно на просеку, посмотрим прочистку просеки, как делается, и потом будем там в поселке посмотрим по этим, по емкостям и так далее, отработаем. Потом, наверное, вечером еще собрание сделаем итоговое. Выйдем на связь с руководством и все. Будем продолжать работать. И вот мы ждем дождь, потому что такие крупные пожары только дождями тушатся. А мы, люди простые, ничего не в силах сделать. Так, здесь проходит прокладка минполосы, то есть противопожарного разрыва, подготовка и прокладка минполосы. Сейчас посмотрим, они должны выйти вот к русту вот этой речки Баханой, вот здесь. То есть здесь они должны выйти. Ну вот такой вот лес, такая растительность. В основном кустарниковые, лиственные произрастают, древесно-кустарниковая растительность. Близ поселка насаждения представлены елью, рододендроном, и лиственница растет в первом ярусе. Ребята здесь вовсю работают. Ох! Барата буро.
Олегенько стювать тоқтан. Так, вот ребята работают. Осталось им где-то 50 метров буквально до речки. А? Отдай. А? Отдай. Что это? Ардах, кстати, ну, ардах что я, наверное. Они на два участка разделились просто, видать, вот. Вот здесь вышли. Вот здесь они вышли к озеру. И те от озера, получается, туда идут. К речке. О, красавчики. Молодцы. Надо зафотографировать это дело. Подготовка минполосы, расчистка противопожарного разрыва возле села Баханой. Вот разрыв подошел к озеру. И за озером там ребята бьют до речки Баханой. И минполоса еще вот. И дождик пошел такой вот летний. Ну что, нормально? Нормально. Теперь здесь надо будет минполосу еще копать, да? А, сразу идут копают вручную, да? Ну, здесь сразу-то потихоньку-то, но минполос-то нам не получится, наверное, сходу-то. Ну, сегодня за вечер, наверное, уложимся, наверное, успеем с обедом. Потихоньку-то не спеша. Хотя с лопатами покопать. А где та сторона? Куда они шли? Они до берега почти дошли, 50 метров осталось. Сейчас закончат Они там. с берега шли, да? Они вдоль, тут протока какая-то идет. Не вдоль, они вот к этому же озеру, только с той стороны идут. Да. Потому что озеро как этот. Короче, мы вот так не видно. Нет, вам надо вот, только вот. Не, я говорю, мы там так на примитиве между собой. Ну, они вот так немножко. Они уже пришли к озеру, все, там уже почти это. Они напротив нас или так? Нет, они от этого озера, как бы, Левее. с того края вот озера, так, до речки. Ну, озеро как бы используется как этот. Давай, дождик, да, тяни за мной. Ну, он сейчас придавит маленько. Ага. А вон расчищают же ходят, оказывается. Вот этот разрыв, он уходит туда, но вот. А вот это ихнюю, вот этот разрыв ихний вид, было видно с этого. Отойди, осторожно. С этого спутникового снимка они вот до горы доделали. Но здесь он никак не пойдет, но здесь только вручную, если вот этот мох на таборе, что как, обед готов, нет, уже обед же скоро. Тут осталось-то 1,5 часа. Ну в час тогда подойдут, наверное, туда все, да? Или что? Не, мы сейчас на моторе же едем же оттуда. Да там все в дыму. Южный ветер, все в дымом заволокло. Сейчас надо этот посмотреть. Может, снимок пришел новый. Ну. Хорошо ливануло бы, а? Хотя бы денек, полдня. Ну, денек. Девчаска ведь тика ляпата. Болтара тягана. Надо на табор сходить, посмотреть, что они там делают, потом вещи оставим и потом сходим. Там же рядом. Так, вот разместили нас в этом зале, получается, актовый зал. Ну или зал клуба, так скажем, здание клуба, но тут же также и находится администрация местная. Вот, ребята вот так расположились, вот так спим. Здесь я сплю. Здесь ребята МЧСники, вот, посмотрите, у них вот такие матрасы мягкие. Наши ребята вот так спят. Вот, оснащение. Ну вот здесь наши общие продукты, хлеб, каши, там масло, сахар, рис. Дальше что? У ребят свой рацион, у них индивидуальные рационы питания, вот они стоят. Потом сделаем обзор
рациончика. Так, здесь нас закрыли, чтобы мы не ходили по всему зданию. Ну вот, здание сельского клуба. Посмотрите. Пока ребята на этом сделаем коротенький и быстренький обзорчик. Вот клуб, вот весь клуб. Вот так выглядит. Сейчас быстренько обойдем с той стороны и посмотрим все здание. Ну вот взяли с собой рукава вот пожарные и несколько мотопомп. Здесь вот вход в администрацию сельскую. Тут нас 2 человека готовят еду для всей 2 бригад. Вот здесь бильярд стоит при входе. Такая вот администрация. Здесь сидит специалист администрации Яков Вениаминович. Хай, Яков. Барда томит. Тух майл кальбете да? Майл кельбете. Ну да, без изменений, да? Понял. Так, сейчас я позвоню тогда. Коронка Лена. Это улахан изменений не гух. Так. Сейчас позвоним в контору лесничества, чтобы узнать оперативную обстановку. Так, это у нас кабинет главы. Посмотрите пока. Алло, Алеша, привет, ты Слава. Что там, Коля? Где? Алло, Коля. Изменения вадда. Карта утырулары. По прогнозу что? Так, получается, вот так вот окопали минполосу, то есть разрыв сделали. Вот так он проходит, идет до этого озера. Это противопожарный разрыв. И будет укреплен еще минполосой, дополнен. Прям по разрыву. Так, вот здесь вот ребята сейчас прорубаются. Вот здесь. У них самый стратегический опасный объект это вот здесь вот. Это электростанция дизельная, 100 тонн топлива там на нем находится. Прямо у опушки леса стоит. Поэтому вот эту часть надо будет лучше сделать, укрепить. Вот кабинет главы. Здесь у нас проходят совещания утром, планы, ну и вечером итоговые тоже. Бильярд он не вында. Бильярд он не вында. Вот здесь молодежь тренируется, везде в бильярд приходит. Постоянно не вында. Хатыга. Молодец. Вот, прививаются к спорту. Молодцы. Постоянно играем, говорит. Ну, как говорится, вот здесь соорудили такие умывальники. Вон там нам 2 бочки предоставили. Вот так здание клуба выглядит снаружи. Весь интернет в Жиганском районе вещается через вот такие вот тарелки. В принципе, мой интернет тоже через такие тарелки идет. Из-за этого так долго выходят ролики. Вот здание клуба.
клуба и администрации. Пойдемте в наши хоромы. Так, что я сходил, посмотрел. Новой этой сводки нет. Так, приготовление еды начинается. Толпа большая, казан большой, поэтому нету никакой плитки подходящей. Для этого используется обычный костер. Здесь вот рядом с палисадничка повырубали мы тут маленько. Сейчас уберем все это дело. Ну вот уже и разгорается у ребят костерок. Вот там меры безопасности, вот орлушку положили с водой полную. Поэтому все под контролем. Сейчас после обеда пойдем делать осмотр минполос подготовленных. Ну и все, остается ждать, если все готово. Там тоже маленько поснимаем. Так, турбопечку все равно использую. Хоть и находимся в цивилизации, как говорится. Но все свое везем, возим с собой. Что, дождь пошел? Посмотри, что там вот, за клубом, там пиздец, все синее облако. Дождь пошел, сейчас должен пожар маленько придавить. Надо, чтобы в том районе пролило как следует. То, что пожар там действует. Все вышли посмотреть на пожар, на дождь. Да, вот, колдуем, чтобы подольше был дождь, чтобы как следует придавило. Пролило вообще хорошо. За несколько минут буквально. В принципе, завтра можно уже домой собираться, если так будет проливать. Послезавтра уже за нами переедут. Ну вот, самый главный пожарный все-таки пришел. Он услышал наши молитвы, можно так сказать, и пришел. Вот. Ну, конечно, все равно пожар не за... И не буду запись там отда уже. Так, идем на минполосу. Сейчас до обеда ребята, получается, противопожарный разрыв изготовили прямо до речки Баханай. И сейчас после обеда мы идем уже его окапывать, потому что техникой там окопка не получается. Ну, техника не проезжает по тем местам. Из-за этого нужно копать вручную. Вот крайние дома. Вот крайний дом. Это звероферма, да? Это звероферма, оказывается. Раньше здесь содержали песцов. Сейчас уже, конечно, не держат. Или держат? Сейчас. Ну, вроде хотят там содержать черных лис. Вроде как. Вот посмотрите. Река Баханай. По ней ребята вот едут. Вот так сейчас подъедут. А мы идем вдоль сопки. Вот посмотрите. Моросит такой дождик. Ляпота сверху. Какой красивый вид открывается. Да. Федорович, так как он угуларака, бу камеру бери. Вот посмотрите, пришли к вышке. Такая вот вышка стоит, старая-престарая. Вот посмотрите, все лесенки уже выпадают. Но говорят, баханайские сюда залазят. Баханайские, вот.
Триангуляционный пункт Государственного управления геокадастра. Прям забитый в землю. Вот. Вот такой вот пункт секретный. Теперь вы знаете, где есть пункт секретный. Можете прийти. Здесь ребята копают. Что тут? О, какой вид классный открывается. Вот. Вот до этого озера вот будем сейчас окапывать. И там внизу, ребята, с озера, вот с того края озера, получается, до речки вот опахивает. Вот посмотрите, какой вид. Вот идет, моросит дождь везде. Там-сям. А здесь вот бульдозер работает. Вот. Расчистка идет по эту сторону. Вот такой противопожарный разрыв получился. Довольно-таки крупный. Бубушка тачит. Говорят, нельзя на вышку залазить. Упадет. Может упасть. Так, вот довольно крутой спуск. Очень крутой даже, я скажу. Что если вот камеру держать вот вертикально. Вот. Вот так вот. Под углом. Очень круто. Вот какой крутой подъем. Я не знаю, камера передает или нет, но довольно круто. И вот ребята окапывают. Здесь вот ребята из местные жители вышли на окопку. И ребятам ЧС есть. Якутлесресурс и лесничество. Работаем на этом участке. На труднейшем участке, скажем так. Питаться.